В Казахстане за последние дни около 15 тысяч человек эвакуировали свои вещи в связи с паводками, затопившими Карагандинскую область. По сообщению официальных лиц, паводки нанесли ущерб 2000 жилых домов и других зданий. Некоторые жители поселка Мустафин вернулись домой, чтобы вывезти свои вещи. Паводки явились следствием внезапного весеннего таяния. В Эрбиле, столице иракского Курдистана, курдские силы безопасности Пешмерга завершили курс обучения ведения войны в городских условиях и разминирования взрывных устройств. Церемония завершения курса состоялась 16 апреля. Курдские военизированные формирования Пешмерга ведут активные военные действия против организации «Исламское государство» в Иране и Сирии. В Пешаваре, на северо-западе Пакистана, члены радикальной исламской группировки устроили демонстрацию возле городского клуба прессы в знак поддержки военных операций Саудовской Аравии в Йемене. Группировка Джамаат-уд-Дава и другие религиозные партии призывают правительство Пакистана поддержать удары Саудовской Аравии по повстанцам-хуситам. Шиитские повстанцы-хуситы взяли под контроль большую часть Йемена, включая столицу Сану. В городе Бану на северо-западе Пакистана освобождены 24 заключенных, задержанных во время военной операции в северо-западном Вазиристане. Все они были задержаны по подозрению в том, что поддерживают связи с экстремистами. Однако были оправданы и переданы племенным старейшинам. Вооруженные силы Пакистана ведут операции против экстремистов уже около года. В Сараево команда поваров поставила мировой рекорд в приготовлении в огромной кастрюле традиционного боснийского супа бей, который варят по турецким рецептам. Повара использовали 800 килограммов куриного мяса, 150 килограммов моркови и 75 литров масла. Команда варила суп полный рабочий день. Вес готового блюда составил 4100 килограммов. Прежний рекорд установил суп весом чуть больше 4 тонн.